Здравствуйте. Вы смотрите «Итоги дня» в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Якутский помост соберет сильнейших маджингы. Столица республики в июне примет чемпионат мира по масс-рестлингу. В Якутии объявлен конкурс среди сотрудников сферы образования. Лучшие специалисты получат премии по 100 тысяч рублей. Программа «Тысячи дворов Дальнего Востока». В Нерюнгри в этом году пройдет работа по благоустройству 6 объектов. Сегодня работники гражданской авиации отмечают свой профессиональный праздник. Учреждения культуры республики получили мобильные автоклубы. Начнем с эпидобстановки. За последние сутки в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 4830 человек. Госпитализировано при этом 97. Было выявлено 2950 новых случаев инфицирования. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. На настоящий момент оперативными штабами на местах принимаются решения в каждом районе индивидуально о работе средних учебных заведений, о работе школ, об работе кружков дополнительного образования. Но во всех случаях руководители учреждений знают о своей обязанности строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил допуска детей, которые связаны как с ежедневной термометрией, так и, соответственно, санитарной обработкой помещений. В республике продолжается санитарная обработка помещений торговых центров по понедельникам и вторникам по соответствующему графику, а также дезинфекция подъездов и автотранспорта. Иммунитет после COVID-19 ненадолго защищает от новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он сравнил сопротивляемость организма переболевших и вакцинированных и пришел к выводу: надежную защиту дает только вакцинация или ревакцинация. Тем временем ревакцинация в компании «Алроса» проходит второй месяц. Ревакцинация проводится через 6 месяцев после вакцинации, либо после перенесенного заболевания. Что выбрать, Спутник Лайт или Спутник Ви? Вообще для ревакцинации отлично подходит препарат Спутник Лайт. Но если вы здоровый человек без особой сопутствующей патологии и хотите просто защитить себя от коронавируса и сохранить свое здоровье. Что рекомендует Министерство здравоохранения по поводу Спутника Ви? Это Спутник Ви рекомендован для ревакцинации лиц старше 60 лет, либо лиц моложе 60 лет, но имеющих хроническую сопутствующую патологию. Например, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хронические болезни легких, почек или сахарный диабет. Часть сотрудников алмазодобывающей компании уже идут и на повторную ревакцинацию. Речь идет о работниках, которые сделали первую прививку в начале 2021 года. Как говорят в медцентре, люди результатом довольны. Не заболели COVID-19, при том, что контактировали с инфицированными. Родители школьников не первый год тревожатся из-за последствий дистанционного обучения. Жители республики оставляют жалобы и обращения о растянувшемся дистанционном обучении в госуслугах и соцсетях. Сколько часов в среднем учащиеся проводят за онлайн-обучением? Действительно ли это вредно? И как избежать последствий дистанционки? Узнавала Марферина Алексеева. Екатерина Кузьмина, мама пятиклассницы Эвелины, с начала пандемии всерьез озаботилась здоровьем дочери-школьницы. Актированные дни, а теперь еще и продолжительные периоды карантина с переходом в среднее звено дочь стала еще больше времени проводить за монитором. Чтобы снизить нагрузку на зрение и спину, Екатерина приобрела для ребенка ортопедический стул и антибликовые компьютерные очки. Но тревога за здоровье дочери остается, ведь дополнительные занятия тоже перешли в онлайн-формат. Я не согласна с таким обучением, потому что ребенок сидит практически постоянно за телефоном, за ноутбуком, за планшетом. То есть с 9 и до примерно? До вечера. Потому что потом у нас начинается еще дополнительные занятия, это танцы, и у нас тоже проводится это удаленно. Это вечером с 6:30 до 8:30. Я боюсь за ее зрение,
Потому что в прошлом году за продолжительного времени дистанционного обучения ребенок сидел постоянно практически. Специалисты подтверждают, урон подрастающему организму наносится и при этом комплексно. Так, ухудшение зрения у детей и подростков напрямую связано с проблемами позвоночника и нарушением осанки. А все это негативно сказывается на кровоснабжении мозга. Могу сказать, что важную роль играет не только вот то, что они сидят все время за компьютером, а еще что они мало находятся на улице, на свежем воздухе. Витаминов не хватает из-за малого подвижного образа жизни. У них не только позвоночник страдает, но и внутренние органы. То есть из-за малоподвижного образа жизни у них нарушается работа желудочно-кишечного тракта, соответственно, нарушается пищеварение, усвоение витаминов и все остальное. Санитарные правила и нормы гласят, что учащимся 1 и 2 класса можно проводить за компьютером 1 час в день. В 3-4 классе 80-90 минут. С 5 по 11 классы от 1,5 до 2 часов с регулярными перерывами. Чтобы минимизировать вред организму, врачи советуют в перерывах между занятиями проводить комплекс простых, но эффективных упражнений, который поможет снять неизбежный спазм мышц и наладить кровообращение. Первое упражнение мы начинаем всегда с головы. Делаем наклон вперед, при этом пытаемся подбородком коснуться груди. Для этого вы должны почувствовать натяжение на шее. Делаем такие упражнения 10 раз. Второе упражнение – это поворот в сторону. При этом натяжение также шейных мышц. Тоже не забываем делать вдох-выдох. Теперь следующее упражнение у нас будет на лопатки и на плечевые суставы. Ладони смотрят вперед. И вы делаете движением вперед плечевым суставом, при этом ладони поворачиваются на обратной стороны. И выпрямляемся. Упражнения, которые заставят вас растянуться всей мышцы спины. Делаем руками вот так, садимся вперед и наклоняемся вниз. При этом голова не должна опускаться и не подниматься. Оно продолжение вашей спины. Снять усталость глаз эффективно поможет также комплекс специальной гимнастики. Наверх, влево, вниз, направо. Закрываем, фокусируем зрение. Закрываем, смотрим вдаль. Впрочем, некоторые специалисты находят в дистанционном обучении и положительные моменты. Это доступность обучения юных жителей удаленных районов и маломобильных учащихся. Однако для правильной организации онлайн-обучения требуется помощь родителей, а также повышение квалификации преподавателей. Педагогам также не стоит забывать, что у школьников есть помимо учебы дополнительные занятия. Напомним, в Якутске уже приступили к подготовке поэтапного перевода школ на очный режим работы с 15 февраля. Остальные школы в республике откроются по решению оперштабов на местах. Марфелина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. К другим темам. В Чарапче круглосуточно ведутся работы по устранению аварии в теплоснабжении. По составленному графику на помощь выходят добровольцы из предприятий и учреждений образования и культуры. В ночное время повара детского сада Тулукчан обеспечивают работников горячим питанием. Ведутся рейды администрации по контролю ситуации. Так, по последним данным, теплоснабжение полностью восстановлено во всех пострадавших социальных объектах и многоквартирных домах. Также последствия аварии устранены в 90% от количества пострадавших жилых домов. Развитие системы образования, подготовку кадров и дальнейшее трудоустройство молодых специалистов обсудили эксперты рабочей группы Совета по благополучию и устойчивому развитию Якутии совместно с главой республики Айсеном Николаевым. Эксперты положительно оценили опыт Якутии в вопросах создания образовательных кластеров, направленных на взаимодействие учреждений общего дополнительного профессионального образования с крупными промышленными предприятиями и бизнес-структурами. По итогам будут выработаны предложения по формированию системы непрерывного образования, которая позволит региону не только сохранить человеческий капитал, но и добиться устойчивого экономического роста. В Ил-Тумене в режиме видеоконференц-связи состоялся круглый стол на тему о проекте схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории республики. В ходе мероприятия были затронуты вопросы порядка организации и проведения аукциона, условий охотхозяйственного соглашения, размера денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и другие. В обсуждении приняли участие народные депутаты Якутии, представители органов государственной власти республики, муниципальных образований, охотпользователи и общественных объединений.
Одним из основополагающих документов является схема размещения, использования и охраны охотничьих земель. Это основной документ. На основе вот этого документа как раз будет планироваться использование охотничьих ресурсов, что повлечет и увеличение квоты лицензий на квотируемые виды животных, таких как лось, косуля, ну и так далее. За счет средств республиканского бюджета при подготовке этого документа было направлено более 74 миллионов. Наконец-то документ готов. Это очень серьезный документ, где идет описание охотничьих ресурсов, границ, места обитания и так далее. Кибермошенники ограбили якутян за год на более чем 300 миллионов рублей. Так, за 2021 год на территории республики зарегистрировано практически 2000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб от них составляет около 300 миллионов рублей. В последнее время в Якутии преобладает тип дистанционного мошенничества, а также схема, при которой люди, сидя в различных интернет-порталах, обнаруживают рекламу инвестиционных проектов и брокерских компаний с бешеной прибылью. На первый взгляд сайт может показаться хорошо оформленным и официальным. После регистрации на них людям начинают звонить якобы специалисты, аналитики и представители международных компаний. И с помощью различных психологических техник и методов социальной инженерии оказывается сильное психологическое давление, при которых люди вводятся в сильное заблуждение и сами выполняют необходимые преступникам операции, то есть денежные переводы под видом инвестиций. Ущерб от этой схемы конкретно может быть очень высокий. В практике управления максимум был перевода от одного физического лица составил 36 миллионов рублей у потерпевшего. В Нерюнгри в этом году начнется реализация федеральной программы «Тысячи дворов Дальнего Востока», по которой уже одобрено 6 заявок. Это, в частности, мини-парк у дома по проспекту Геологов 41/2 и некоторые дворы домов по этому же проспекту. Рядом со школой номер 1 возведут сквер с детской спортивной площадкой и зоной отдыха. Для этого часть забора школы будет перенесена. Одновременно с этим отремонтируют проезд вдоль домов от проспекта Ленина 7 и до Ленина 19 с обустройством проезжей части, тротуаров и мест отдыха. Следующий вид благоустройства. Дворовая территория, проспекты Дружбы народов, дом 10. Очень большую активность эти жители проявили, разработали хороший проект, дизайн-проект. И 10 и 10-2, тут 2 дома в центре города за панорамой. Если мы говорим, что мы целенаправленно ведем благоустройство, чтобы уже квартал какое-то завершение имел в благоустройстве, если вы помните, в прошлом году асфальтировали дворовые территории 6.1, 6.2, до этого заасфальтировали 8, 8.1, то вполне объективно, что надо эту работу продолжить. И люди проявили инициативу, мы подали заявку, она была одобрена. Ежегодно 9 февраля в России отмечают День работников гражданской авиации. Бортпроводники, штурманы, авиадиспетчеры, технические работники и, конечно же, пилоты сегодня принимают поздравления. Благодаря их слаженной работе в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов. А в нештатных ситуациях пилоты спасают человеческие жизни. О герое России, пилоте авиакомпании «Алроса» Андрея Ламанове в материале Айсены Бурнашовой. Стали запрашивать аварийную посадку. Они спрашивают вашу причину аварийной посадки, и все, и связь пропала. Серьезный авиационный инцидент произошел в сентябре 2010 года. Самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа направлялся из якутского города Удачный в Москву. Шел 3-й час полета, когда командир корабля Андрей Ламанов почувствовал сильный бросок, после чего отказала навигация, автопилот и радиосвязь. Фактически самолет летел вслепую. У нас еще, оказывается, плюс ко всему отключились топливные насосы. И все, что мы можем, это 2,5 тонны, которые есть в расходном баке у нас. Мы стали ограничены во времени, то есть всего лишь на 30 минут полета. Экипаж принимает решение вынужденной посадки и с высоты 3000 метров по счастливой случайности находит заброшенную взлетно-посадочную полосу в селе Ижма Республики Коми. Я понял, что она все-таки асфальтная или бетонная, это я толком не знал. Он не упускал до последнего. Терял ее, потом снова заходил, опять терял. Потому что просека узенькая, то, что она короткая и узенькая, я понял сразу. То, что мы на полосе не останемся, выкатимся, я тоже понял это сразу. Но для меня было самое главное посадить вот именно на это твердое покрытие. Мысль одна была, чтобы чего не стоило, надо посадить самолет и спасти людей.
Так, в свой обычный рабочий день члены экипажа совершили подвиг. Помогло чудо или отточенные навыки, Ту-154 смог сесть. Из выкатившегося на 200 метров от полосы лайнера вышли все пассажиры и члены экипажа. Каждый из них в небе над Ижмой пережил второе рождение. В тот день в каждом доме, в каждой семье говорили только об одном. Для маленького села с численностью около 4000 человек это событие стало грандиозным. Пока самолет находился в Ижме, он был главной достопримечательностью всего села и района. С 2018 года легендарный Ту-154 стоит на вечном приколе в Новосибирском музее авиации. А герой России, командир корабля Андрей Ламанов, подчеркивает, в авиацию идут только с чистым сердцем и только по любви. Формула счастья очень простая. Когда тебе с дома хочется на работу, с работы домой. Вот это называется счастье. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Ижма, Республика Коми. 100 лучших педагогов Якутии получат премии по 100 тысяч рублей. Денежное поощрение лучших специалистов будет проведено по итогам конкурса. В нем могут принять участие педагоги со стажем не менее 5 лет. Комиссия будет учитывать стабильные результаты учащихся и эффективность использования педагогом современных технологий. В конкурсе могут участвовать и те специалисты, которые работают в смежных сферах. Например, спортивные тренеры, соцпедагоги и руководители детских кружков. Прием заявок стартует 11 марта, а итоги конкурса будут подведены в апреле текущего года. Спонсором является Роснефтегаз, ну и организатором является у нас, инициатором тоже Фонд будущих поколений нашей республики. Отбор проходит по всей республике, принимают участие учителя нашей республики. Любого предмета, любого класса они могут заявиться. До 11 марта мы принимаем документы. И конкурс проводится в целях стимулирования поощрения наших учителей. И оцениваем их деятельность, результаты детей по учебной, по воспитательной работе, и самого учителя. В Министерстве культуры и духовного развития региона продолжается прием заявок на получение гранта главы республики на поддержку концертной деятельности в области академической музыки. Размер гранта составляет 5 миллионов рублей. 4 из них будут выделены на реализацию творческого проекта и 1 миллион на укрепление материально-технической базы. Прием заявок продлится до 19 февраля. Определены 5 муниципалитетов, которые в рамках национального проекта «Культура» получат передвижные многофункциональные культурные центры-автоклубы. Программа реализуется в республике впервые. Общая сумма финансирования составила более 23 миллионов рублей. Так, обладателями мобильных автоклубов станут культурные учреждения из Вилюйского, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Амгинского районов, а также города Якутска. Автоклуб – это мобильная, скажем, такой сценическая площадка, которая приезжает на место, раскрывает свои возможности, обеспечивает цвет, звук и танцевальную или площадку для того, чтобы предоставить услуги концертной зрелищной деятельности. Посмотрим летом, юбилейный год республики. И эти автоклубы должны нашу мобильность увеличить, количество предоставляемых услуг, как наши районные центры или муниципальные учреждения будут свое искусство, свой талант показывать прямо на поле. Можно будет выехать в разные населенные пункты, где у нас возможность, на сегодняшний день нет такой возможности. Далее о спорте. Глава республики Айсен Николаев подписал распоряжение о проведении 4-го по счету чемпионата мира по масс-рестлингу. Турнир пройдет в Якутске в спортивном комплексе «Триумф» с 21 по 27 июня текущего года. По предварительной информации, медали будут разыграны в 14 весовых категориях. В данный момент идут переговоры об участии с федерациями 50 стран. Напомним, в 3-м по счету чемпионате мира выступили представители 39 стран. Состав сборной России будет сформирован по итогам чемпионата России, который пройдет в апреле в Казани. В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к универсиаде, которая пройдет в 2023 году. В Свердловской области сейчас идет активная реконструкция и строительство объектов соревнований, в том числе деревни игр с общежитиями для спортсменов. Детали в материале Анны Васильевой. Медицинский центр, тренировочное поле, дворец водных видов спорта площадью 60 тысяч квадратных метров, самый современный плавательный комплекс Урала и Сибири, общественный центр с фудкортом, а также сразу 5 комплексов общежитий на 11,5 тысяч спортсменов.
Степень готовности всех объектов деревни Универсиады уже составляет примерно 60%. Спорта здесь полномасштабные отделочные работы. Общий объем готовности деревни Универсиады, так экспертно можно оценить, порядка 60%. Самое отрадное для жителей не только Екатеринбурга, но и всей Свердловской области – то, что данные объекты будут значительно способствовать развитию спорта в регионе. Здесь предусмотрены детские бассейны, а дополнительные погружные платформы и инфраструктура позволяют здесь проводить тренировки и соревнования как младших возрастных групп, так и использовать эту инфраструктуру для маломобильных групп населения. Ближайший инспекционный визит делегации Международной федерации университетского спорта в Екатеринбург состоится уже на следующей неделе. Напомню, универсиада пройдет в августе 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будет разыграно 247 комплектов медалей. По словам экспертов, шансов попасть в университетскую сборную России больше всего у якутских спортсменов по вольной борьбе. Анна Васильева, Иннокентий Соловьев, Екатеринбург. В эти выходные Якутия присоединится к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта. В столице региона идет активная подготовка к данному мероприятию. Так, первый каток для массовых катаний на открытом воздухе открыли в прошлые выходные на озере Сайсары. Тему продолжит Евгений Тайтонов. Монтажные работы катка под мостом начались еще в январе. Организаторы массовых катаний в этом году впервые по всему периметру соорудили 2-метровую снежную стену, а также увеличили количество заливаемой воды на лед с 5 до 10 тонн. Площадь катка где-то 2500 квадратных метров. Для удобства катающихся мы обновили коньки, произвели ремонт льда, потому что у нас лед естественный, поэтому постоянно трескается. Мы его постоянно ремонтируем, и идет постоянная заливка горячей водой, где-то около 10 тысяч кубов. Мы каждый через день заливаем уже. Поэтому на качество льда это, конечно, хорошо отразится. На месте массовых катаний под мостом профилактическую беседу с отдыхающими проводят и инспекторы ГИМС. Они рассказывают горожанам правила поведения на водных объектах. Предварительно инспектора центра ГИМС произвели замеры. Замеры позволяют. Также после чего открыли каток. Ответственные имеет согласование с администрацией на открытие катка. И также для открытия катка имеются специальные стенды, информационные стенды для правила поведения на водных объектах. Ну и регулярно проводим профилактические беседы во избежание несчастных случаев. Для удобства и безопасности населения тут все предусмотрено, начиная с пункта проката коньков до теплого кафе. Стоит отметить, что каток на свежем воздухе работает с 11 утра до 11 вечера. Специально для этого в вечернее время каток будут освещать порядка 600 лампочек. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. В завершение о погоде. Январь 2021 года в Якутии назвали самым холодным за последние 30 лет. В Алмазном регионе зафиксировали экстремальные температуры на 6-8 градусов ниже нормы. Нынешний январь, напротив, порадовал несвойственным для северной зимы теплом. В Ленском районе среднемесячная температура была на 2 градуса выше нормы, в Мирнинском – на 7. Теплым оказалось и начало февраля. Однако о весне думать пока рано, говорят синоптики. Вы смотрели итоги дня. Всего доброго.